Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, вот оно 6 апреля. Как и обещала, я сейчас вам расскажу, что нужно вам будет сделать для обряда на 7 лет благополучия. Надеюсь, вы все подготовили монетки. Еще раз напомню, вам необходимо 7 одинаковых монет, то есть одного номинала. Монеты могут быть абсолютно любые. Я имею в виду там деньги, да? Это могут быть там деньги вашей страны, это могут быть те монеты, которые у вас есть. Они все должны быть одного номинала. Вам нужно 7 мешочков, кулечков, маленьких, может быть, даже тряпочек, да, вот кто на что горазд. 7 монет, 7 пакетиков. 7 апреля в полдень, в 12 часов дня по вашему локальному времени вы, мои хорошие, эти 7 монеток вы должны будете положить на солнечное место, вот куда падает солнечный свет. Если будет пасмурно, положите на подоконник, да, чтобы все-таки солнце даже через тучи его видно. Эти 7 монет вы выкладываете и говорите специальный заговор 7 раз. Ниже я закреплю комментарий свой, где я напишу этот заговор. 7 раз повторяете и оставляете до 7 вечера. 7 монет в полдень выкладываете на окно, говорите 7 раз заговор и оставляете до 7 вечера. То есть на 7 часов вы оставляете. После этого вы все эти монетки собираете аккуратненько. И каждую монетку вы должны положить в отдельный кулечек, в отдельный мешочек. И спрятать в свои личные вещи. Следующий этап я расскажу вам на следующей неделе. То же самое я скажу за день до этого, в какое время и что нужно будет сделать. Мои хорошие, давайте перейдем теперь к нашему гаданию. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Чего ждать в ближайшие дни? Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте посмотрим. Настраивайтесь, посмотрите на песочек, подумайте о себе, загадайте на себя, назовите свое имя, свою дату рождения. Так и спросите, чего ждать в ближайшие дни. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Сейчас от нас скрыто. Сильно страстно желаю услышать и узнать. Так, работы много будет. Дел у вас много будет. Вы знаете, такое впечатление, что вам придется не только работать для себя, на себя, но и еще кому-то очень сильно помогать. Будут у вас такие просители, которым невозможно будет отказать. Может быть, кто-то из близких, самых там родных, дорогих вам людей, возможно, начальник, которому вы не можете отказать. Вот вас озадачит каким-то вопросом, каким-то делом, и действительно придется поработать. Сразу хочу сказать, работы много, легко не будет, но вы совсем справитесь, у вас все получится, мои хорошие. Знайте, что, совершая добрые дела, вы помогаете себе в первую очередь. Вам это обязательно зачтется. И вот этот ваш труд, он без награды не останется. Кто-то получит дополнительную выплату, может быть, как премия, да, там, либо дополнительное начисление. Кто-то получит большую благодарность, да, то есть от близкого человека, там вас расцелуют, обнимут, почувствуете себя на высоте, да, что все-таки хорошее дело сделал. В любом случае, без награды вы не останетесь, это будет не пустая работа, не пустое времяпрепровождение, да, трата там своих энергий, ресурсов. Это будет действительно хорошее, достойное дело, которое будет вознаграждено. Вот это вы должны понимать. Кто у меня занимается собственным бизнесом, готовьтесь, деньги будут горячие. Нужно будет очень
много активных действий совершить. Знаете, вот могут появляться всякие такие задачки со звездочкой. Все это нужно будет делать, все это нужно будет решать. Что меня смущает? Ну, то, что практически львиная доля всех этих обстоятельств, обязанностей этой работы упадет именно конкретно на вас. Работаете вы в коллективе, работаете вы с помощниками, да, то есть все равно общую массу дел будете выполнять вы и только вы. К сожалению, помощи особой вы от окружающих не получите. Даже если вы что-то делаете вдвоем, знаете, что почти 80% это будет ваша ответственность и ваши трудовые затраты. Примите эту ситуацию как данность. Не старайтесь поменять, не старайтесь как-то, может быть, делегировать свои обязанности. Лучше, скрипя зубами и сжав покрепче булочки, все это сделайте сами. Чтобы не было ошибок, чтобы не пришлось по второму кругу все это повторять, да, чтобы не было работы над ошибками. Лучше, чем вы, никто не справится. Поэтому, мои хорошие, терпение и труд, как говорят, все перетрут. Правильно. Тут придется действительно поработать. Так, идем дальше. Кто у меня в паре в браке? Здесь возможны какие-то не очень хорошие звоночки. Да? Придется немножечко понапрягаться. Я скажу вам честно, вот как я вижу. Скорее всего, в окружении вашего партнера, да, вашего мужчины, жены, да, появится какая-то змея. Хитрая, подлая и наглая. Вот кто-то будет клинья подбивать под вашего партнера. Что делать? Бороться за свое. В данном случае лучше эту гадину, да, придушить в зародыше. Вот, чтобы не было потом каких-то последствий. Я ничего не хочу сказать плохого про вашего партнера. Просто все мы люди эмоциональные. Иногда могут быть такие конфузные ситуации, которые можно трактовать двояко. Я вас призываю не партнера своего гнобить, да, и тиранить, что ах, как ты посмел, либо посмела с кем-то общаться, посмотреть, соблазниться, а именно конкретно приложить свои силы на то, чтобы вот этого искусителя, искусительницу, да, поставить на место. Там 100% вот именно вот этот третий человек будет виноват. Прям, да, будет организована, возможно, такая акция, да, такое действие вот именно со стороны этого третьего человека. Там можно пойти, вернее, не можно, а нужно пойти и вот конкретно разобраться. Четко обозначить границы. И предупредить, да, не стесняясь, возможно, в выражениях. Как пойдет, да? Вы у меня все умненькие, вы все знаете, как вам за себя постоять и за своих любимых, близких людей. Пожалуйста, здесь не место для смущений, для деликатности и каких-то высокопарных слов нет. Надо говорить как есть. Причем, чем проще вы скажете, доходчивее, тем будет лучше реакция. То есть дойдет. Да, дойдет. Вот, так что, мои хорошие, здесь, да, не такие немножко напряженные идут. Это не критично. Бывало и хуже, ничего, прорвемся. Да? Так, дальше у меня здесь чаша любви выходит. Здесь у кого-то прям романтик пойдет, влюбленность, встречи, приглашения. Вы уже этого человечка либо уже знаете, либо вот-вот как-то с этим человечком начнете общаться. Готовьтесь к тому, что будет активно к вам человек проявляться, как может, конечно, как умеет. Не всегда будет казаться, что то, но делайте скидку на то, что человечек старается вам понравиться. Иногда желание понравиться, да, вот как-то здравый смысл перекрывает, да, человек может где-то пыли пустить, да, пуха на себя нацеплять, это естественно, это нормально, это не критично. Поэтому, мои хорошие, тут чаша любви. Хотите любви, хотите личного счастья, пожалуйста, общайтесь, встречайтесь, знакомьтесь, да, и пусть эта чаша будет полной, пусть вас постигнет вот это чувство любви, чувство радости, этих бабочек в животе. Это возможно. У кого-то прям случится, и прям такой вау-эффект пойдет. Вы и себя лучше чувствовать начнете, и прилив сил, энергии появится. Конечно же, желание цвести. Вот. Для женщин это вообще самое главное. Дальше, мои хорошие. По поводу
Ну, про работу я уже сказала, да, будет нелегко. Для тех, кто ищет работу, пока ничего такого конкретного я не вижу. Возможно, какие-то предложения, какие-то разговоры, но там конкретики как таковой на ближайшие дни не будет. Вот нет такого, что вот все, позвали, вас взяли, вы вышли, вы работаете. Пока нет. Удвойте, утройте свои усилия в поиске, отправляйте свои резюме во все возможные и невозможные места. Хотите объявление сделайте, да, там где-нибудь разместите. То есть конкретно работайте на себя. Возможно, вам следует задуматься о том, чтобы сменить сферу, либо направление вашей деятельности. Подумайте об этом. Вот прям знаете как? Удача будет с тем, кто очень активный, кто прям пробивной и активный. Подумайте об этом, да? Надо все-таки пробивать эти стены, эти потолки. Так, дальше идем. Кто у меня тут задумал закупки, либо какие-то покупки? В принципе, очень удачный шопинг вас ждет. Если вы хотели, думали, планировали вот ехать специально в какое-то место для того, чтобы что-то купить, обязательно поезжайте. Поезжайте, но возьмите с собой деньги с запасом. Возможно, вы действительно можете найти очень приемлемые цены, либо какой-то дискаунт будет происходить. Вот. А у вас, ну как по факту, может быть, не хватит там налички, да, либо недостаточно будет средств на вашей карте. То есть если едете за покупкой, напишите, конечно же, список, конечно же, возьмите то количество денег, на которое вы рассчитывали, и такой какой-нибудь маленький НЗ сделайте, да, на всякий пожарный. Потому что здесь, вот знаете, как вроде двойная ситуация. Вы можете скупиться, получить удовольствие, и еще может быть какой-то вот минус в плане того, что было что-то еще, что вам крайне необходимо, но вам не хватит как будто бы там какой-то даже там минимальной суммы для того, чтобы совершить эту покупку. Поэтому, мои хорошие, если кто вот прям планирует специально зачем-то ехать, возьмите немножечко больше, с запасом возьмите. Не потратите, замечательно, домой привезете. А если что-то нужное и важное, ну так, понимаете, вы же запаслись, да, вы можете купить, и от этого вам будет радость. Дальше, мои хорошие, пожилые люди у меня выходят, пожилые люди к вам, именно к вам, будут иметь какие-то претензии. Это могут быть пожилые соседи, это могут быть пожилые родственники. Там, значит, человек либо заскучает, либо человек как-то неправильно воспримет информацию, либо ситуацию. Да? Придется с человечком общаться, что-то рассказывать, объяснять, потратить время и нервы, кстати. Вот по поводу времени я ничего не буду вам говорить. Это должно быть, это нужно. А пожилым людям нужно уделять внимание. А вот по поводу нервов я вам скажу. Вот не зря же сравнивают, знаете, как говорят, ребенок и пожилой, это вот приблизительно в одной и той же серии. Пожилые люди, они становятся более беспокойными, они действительно становятся ранимыми, восприимчивыми, как дети. И здесь ждать какой-то рациональности, либо какого-то трезвого взгляда не стоит. Вот совершенно не стоит. Действительно, может быть, так и нужно относиться как к ребенку. Понимаете, чем старше человек становится, вот эмоциональность повышается, критическое мышление понижается. Поэтому, мои хорошие, будьте милосердны, будьте внимательны к тем, кто старше. Пожалуйста, вот прям не выходите из себя. Если нужно объяснить 3 раза, объясните 3 раза. Если 10 объясните. Поверьте, вам это воздастся за ваше терпение и за ваше милосердие. Так что, мои хорошие, общаемся. Старичков наших не бросаем, помогаем. Это надо. Это просто надо. Дальше, здесь у меня какая-то дележка. Дележка, привлечение. Значит, смотрите, мои хорошие, тут вас куда-то будут пытаться втащить в какое-то дело, в какую-то ситуацию. Вас будут привлекать в качестве участника, в качестве, там, может быть, даже судьи. Кто-то вот прям к вам придет, несколько, вот один человек с одной стороны, другой с другой стороны, будут вам предлагать делать выбор, либо вот прям судьи, да, кто там прав, кто виноват, да, вот с какими-то такими вопросами. Я вам скажу такую вещь. Эти люди, они там поругались, допустим, пройдет там 2-3 дня, они помирятся, а вы как ранее можете остаться. Поэтому игнорьте, блочьте, там, хотите там отговорки придумайте себе, не идите.
Не идите туда вот выяснять, чтобы вас никто не втягивал, чтобы вас никто не вовлекал, не привлекал и никем не назначал. Воздержитесь на эти несколько дней, там, в принципе, я смотрю на 3-5 дней, воздержитесь от этой ситуации. Просто заблочьте и скажите: мне некогда, я занят. Да, у меня есть своя там личная жизнь, да, у меня там работа, дети и прочие, да, обязанности. Мне некогда, разбирайтесь сами. Вот лучше так строго сказать, по крайней мере, они помирятся, и с вами хороший контакт останется. А если они помирятся, потом на вас будут камни кидать. Зачем вам это нужно? Вам это совершенно не нужно. Воздерживайтесь. Даже если это ваши родственники, даже если дети ваши между собой начнут там спорить, ругаться, старайтесь вот именно абстрагироваться. Они разберутся сами, без вас. Чтобы себе потом не нажить неприятностей, лучше воздержаться. Дальше, мои хорошие, конфликтные ситуации тоже могут быть. Конфликтные ситуации — это, знаете, как выпад агрессии в вашу сторону. Либо вы увидите, что кто-то агрессирует в сторону другого человека. Здесь нужно, конечно, будет привлечь человека к закону. То есть обратиться к букве закона, то есть правильно, ну, знаете, как сказать, там, вызовем полицию, либо еще что-нибудь сделаем. То есть человека нужно будет отрезвить. Отрезвить именно вот через закон. Может быть, действительно придется вызывать полицию. Если вы будете думать, там, видеть, что люди там ругаются, дерутся, что делать, конечно же, вызывайте полицию. Вот здесь это именно будет важно. Вмешаться, но опять же, вмешаться косвенно. Не лезть там, разнимать этих людей в драке, а вот проявить свою активную гражданскую позицию. Дальше. Здесь может быть какой-то наклеп в вашу сторону. Причем наклеп, ну вот знаете, как не в сказке сказать, не пером написать. То есть какая-то такая ошеломительная ложь, такое что-то прям грязное, вонючее. Да, диву будете даваться, как у человека вообще голова так работает, чтобы такое вот сказать. Будете искать, откуда пошел этот наклеп. А я вам скажу. Человек, который выдает себя, вернее, себя за вашего друга. Доверенное ваше лицо. Это, скорее всего, связано как-то с работой, либо по соседству, как-то, знаете, вот человек вам как навязывается, что ли, в друзья, либо там больше всех себя в грудь бьет, говорит: а я там за тебя. На самом деле человек вот такую, скажем так, грязную бомбу кинет в вашу сторону, информационную. Зачем это было сделано? Месть. Месть, банальная месть. Что-то у вас новенькое появилось, либо вы как-то по-другому стали выглядеть. Но больше, конечно, отыграется что-то новенькое. Может быть, одежду какую-то новенькую купили, одели. Может быть, приобрели, какая-то покупочка у вас такая вот прям хорошенькая. Человек просто посмотрел, и его прям вот это кондрати схватил, вот это зависть. Вот сказал: о, как это, у меня нету. И вот ничего лучшего не придумал. В лицо-то страшно сказать, да, что завидую. В лицо-то страшно критиковать. И вот человечек так выразил свою позицию. Вот, мои хорошие. Ну, будет, конечно, неприятно, но это вам еще один звоночек. Еще один, потому что вижу, что это не первая ситуация. Что нужно быть более избирательным с теми, с кем вы общаетесь, с кем вы дружите. А знаете, что я вообще вижу? Я вижу, что вы человек очень эмоциональный. Вы любите общение. Если у вас все хорошо, вы любите этим делиться. Вы такой человек открытый, абсолютно открытый. Вот. А не всегда это хорошо, не всегда, потому что вот такие завистники, они не дремлят. И обычно вот плохие люди, они к хорошим и цепляются, как репьяхи. И попробуй отдери этот репях. Поэтому, мои хорошие, надо это все будет пережить. И, конечно же, потом немножечко сбавить вот эти обороты в обмене информацией. Кто сделает, еще раз говорю, это уже у вас второй звоночек. Вот на кого вы подумаете, вот тот человек и сделал. Люди поговорят, потом это все сойдет на нет. Что какой-то вообще абсурд идет. Но кто в это поверит? Никто не поверит. Так, дальше идем. Кто у меня в треугольнике? Кто в треугольных отношениях, причем достаточно сложных, запутанных. Может быть, кстати, и четырехугольник. Будет какой-то эмоциональный накал. Будет желание вот все крушить и рушить. Даже может быть какая-то обида. А почему это все пойдет? Неправильное восприятие какого-то события.
будет, знаете, вы будете видеть одно, а по факту это будет другое. И вот под эмоцией, под вот этой обидой, может быть, да, захочется все разрушить. Вот прям просто взять и все разрушить. Подумайте о своем будущем в этот момент. Подумайте о тех искренних чувствах, которые вы испытываете. Разрушать не строить. Понимаете? Да, это легко все разрушить. Но потом, что потом? Об этом подумайте. Если будет тяжело, эмоционально тяжело, переключите свое внимание хоть на что угодно. На что угодно, просто переключить. Вам нужно будет выждать, да, либо пережить этот момент. Потом объяснение найдется, потом вы все поймете, как это было на самом деле, и что за ошибочка там закралась. Это будет потом. А вот в эти дни вам нужно будет сдержаться, просто сдержаться. Не разрушайте то, что у вас есть. Не разрушайте, храните то, что есть. Это очень важно. То же самое касается людей, которые в отношениях, непростых отношениях. Возможно, ваш партнер вас в ближайшие дни не будет радовать. Возможно, даже какие-то будут поступки не совсем адекватные. Какое-то поведение может быть недостойное, да? Недостойное звания человека. Мои хорошие, причина тому есть. И причина какая-то глубинная. На первый взгляд она не видна. Но вы ее узнаете. Вы ее узнаете. Не спешите. Вот не спешите там психовать и действительно в порыве вот гнева все рубить. Там, уходить, человека этого выгонять, да, там, не знаю, разводиться, там, что-то такое вот критическое сообщать. Не надо. Не надо. Если есть возможность там в свою комнату уйти, либо там, может быть, там, к близким людям там, перейти, там, несколько дней побыть, лучше поступите так. Не рушьте. Вот в эти дни ничего рушить нельзя. Нельзя. Понимаете, всякие ситуации бывают. Я просто не хочу об этом говорить вот прям детально. Не моя эта цель, да, вам тут негативно водить. У каждого будет своя ситуация. Я просто хочу вас попросить не разрушать. Не разрушать чувства, не разрушать эмоции, не разрушать отношения. Просто немножко потерпеть. Все. Я надеюсь, вы меня услышали. Все будет хорошо. Дальше, мои милые. У вас тут, вот смотрите, какой олененочек вышел. Красивый, маленький олененочек. Это детки, это какие-то новые задачи, новые планы, новые идеи. Смотрите, детьми, конечно же, нужно заниматься. Вот у кого-то прям отыграется, что у ребенка либо интерес новый появится, либо какое-то новое увлечение, хобби. Может быть, даже какие-то результаты первые пойдут. Уделите внимание, интересуйтесь жизнью своих детей, пообщайтесь, расспросите, похвалите. Понимаете, вот это должно быть, должно. Опять же таки, если вы занимаетесь каким-то делом, вот что-то вам интересно, этим делом нужно заниматься, чтобы были результаты. Просто что-то сделать — это недостаточно. Нужно жить этим делом, нужно развиваться, нужно в это дело вкладываться. Кто-то там финансово вкладывается, кто-то вкладывается, там, получает новые знания, что-то новенькое пробует, да, какие-то апгрейды проходят. Этим нужно заниматься. У вас, кстати, очень прекрасное время идет, время развития, время наполнения, время, когда вы, знаете, вот если сравнить эту ситуацию, да, вот, например, с сельским хозяйством, то вы сейчас сеете зерно. Зерно, которое даст вам прекрасный урожай в будущем. Об этом подумайте. Дальше, мои хорошие, дороги. Дороги у нас тут не слишком активно проявились. Дороги у вас вышли в правой стороне, то есть дороги вам открыты, никаких особых тут усложнений нет. Берегите, конечно же, себя, соблюдайте правила движения на пешеходных переходах. Если вы водитель, правила вождения автомобиля соблюдайте. Соблюдайте дистанцию между людьми. Это очень важно для вас. Будьте поаккуратнее. Вот. Знаете, как береженого Бог бережет. Задачи, которые перед вами будут стоять, да, вы их все исполните, все будет выполнено. А главное, держите свои нервы под контролем. И тогда вообще все пойдет, знаете, как гладенько, гладенько. Так, по поводу посещений больниц, каких-то вот учреждений, прохождения, может быть, каких-то процедур.
посещения там специалистов. В принципе, что неплохо, неплохо. Единственное, может быть, какие-то переносы по датам, по времени, где-то придется больше времени потратить, либо в какой-то даже, может быть, очереди, да, очутиться случайно. Это нормально, это не критично. В принципе, как бы, ну, понервничаете, да, будет как бы обидно немножко, но это не критично. То есть, если помощь нужна, вы за ней пойдете, помощь будет оказана, причем на высоком уровне. Никаких проблем я здесь не вижу. Так. По поводу здоровья еще хочу добавить такую вещь. По поводу здоровья. Здесь возможно, как знаете, состояние такое, сил не хватает, вялость. У кого-то даже может температура там незначительно подняться. Но тут сразу хочу сказать, что у вас слишком много вот трудов, работы. Обратите внимание на свое питание, сколько времени вы уделяете на то, чтобы полноценно отдыхать. Старайтесь не истощаться, вот ни физически, ни морально, потому что ослабленный организм очень сильно восприимчив к всякого вида там ОРЗ. Да? Здесь вот именно похоже что-то на ОРЗ может приключиться. Вот, поберегите себя, поберегите свое здоровье. Питайтесь хорошо, сбалансированно, отдыхайте обязательно. Ну и, конечно же, личная гигиена. Этого никто никогда не отменял. Это должно быть, это важно, соблюдайте. Так, еще из важного, что хочу вам сказать. Очень важный разговор у вас идет. Очень, вот прям у кого-то разговор, который решит, ну, практически все в вашей жизни. Да? Либо действительно, как знаете, двери либо откроются, либо закроются. Очень важный разговор. С кем этот разговор будет, я не могу сказать. Но то, что он будет, это точно. У меня очень такое впечатление, что люди как будто бы через две двери говорят. Через какие-то вот даже препятствия, может быть. Либо люди настолько разные. Может быть, это разговор с начальником, может быть, это разговор с тем, кто может быть вашим начальником, может быть, какое-то лицо должностное, может быть, человек, который может действительно что-то решить в вашей жизни. Разговор будет непростой. Вот с вас как-то будут спрашивать. То есть один спрашивает, другой вот как отвечает. Смотрите, здесь очень важно будет хранить свои вот эмоции не просто под замком, а под каким-нибудь огромным анбарным замком, чтобы вы не переходили на эмоции. Возможно, этот разговор вам не понравится, тон, стилистика этого разговора не понравится. Но поверьте, вот насколько вы будете сдержаны, настолько вы и получите результат от этого разговора. Вот как-то так идет. Вот не могу я вам более детально рассказать, но вижу, что прям решится. Вот что-то в вашей жизни решится. Либо в плюс, либо в минус пойдет. Здесь вопрос открытый. Это все будет зависеть от вас. Вот как вы среагируете, либо какой вы ответ дадите, либо в каком тоне вы будете ответ давать. Я не призываю никого там лебезить, кланяться, там, расшаркиваться. Нет, вы должны быть сами собой. Сами собой, ну и, конечно же, с человеком сгруппированным и человеком, который трезво мыслит и отвечает за каждое свое слово. Вот в таком формате этот разговор будет весьма удачный для вас, для вашего будущего. Так, мои хорошие, еще какой-то план у вас появится. По крайней мере, вы будете с кем-то обсуждать, планировать. Причем очень хорошо проведете время. Вот несмотря на то, что ситуация будет серьезная, да, потому что планирование будет очень серьезное, как-то очень весело вы посидите, поговорите. И дело решите, да, запланируйте все как хотели, даже лучше. И очень много позитивных и теплых таких, знаете, моментов получите. Поэтому, мои милые, будут не только тяжелые трудовые будни, но и будет отдых. Будет хорошее настроение, будет такое теплое душевное состояние. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.